Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойрпиров. Сегодня председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, принял участие и выступил на церемонии официального открытия здания IT-парка в рамках выставки IT City Week 2025. Вначале председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, посетил выставку, на которой были представлены современные технологии программных продуктов и информационные технологии, а также ознакомился с возможностями цифровых технологий отечественных компаний. Мероприятие состоялось в свете указаний и поручений президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в рамках объявленного в Таджикистане 2025-2030 годов годами развития цифровой экономики и инноваций. IT-парк был создан в 2024 году согласно постановлению правительства Республики Таджикистан. В кратчайшие сроки здание IT-парка было оснащено современным оборудованием и технологиями, что создает благоприятные условия для специалистов в сфере IT-технологий. В настоящее время 11 отечественных компаний являются постоянными членами IT-парка и ведут здесь свою плодотворную деятельность. До конца текущего года постоянными членами данного IT-парка станут еще 100 компаний. В ходе своего выступления председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, отметил о значении цифровизации и инноваций как залога успешного и эффективного экономического развития. В Таджикистане активно осуществляется цифровизация всех сфер социально-экономической жизни страны и стремительно внедряются инновационные решения. Цифровые технологии – это ключевой фактор экономической конкурентоспособности. Председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, дал указания ответственным лицам о реализации проекта о создании школы программирования. Также было отмечено, что Таджикистан решил в ближайшем будущем предоставить жителям интернет нового поколения 5G, скорость которого намного выше, чем у интернета, используемого сегодня. Это позволяет обеспечить качественным интернетом людей во всех уголках страны. Душанбе – это город-цветник. Соблюдение физиологических факторов выращивания растений считается основным требованием для обеспечения хорошего роста и внешнего вида цветов и кустарников. В этом году в столице произвели посадку около 6 миллионов тюльпанов. Не случайно туристы называют Душанбе тюльпановой сказкой. Активизация работ по благоустройству и озеленению превратила столицу страны в крупный туристический центр для иностранных туристов и путешественников. Тюльпан – символ весны, красоты, изящества и элегантности. В апреле Душанбе превращается в тюльпановый рай. Тюльпан – это многолетнее травянистое луковичное растение семейства лилейных. Цветы тюльпана имеют разнообразные формы и оттенки, от простых одиночных до махровых и двухцветных. Этот цветок известен своим разнообразием, что делает его популярным как в садоводстве, так и в цветочных композициях. Душанбе – город, утопающий в зелени и благоухающих тюльпанах, неимоверно прекрасен и расположен в объятиях живописных и цветущих предгорий. Тюльпаны часто ассоциируются с весной, обновлением и красотой природы. Первое, что делают каждое утро в столице, поливают улицы и зеленые насаждения. Согласно требованиям, правильный уход и содержание цветов и кустарников считается основой успеха в озеленении. Эффективность реализации исполнительным органом государственной власти города Душанбе, политики главы государства с учетом современных требований и технологий превратила столицу страны в ведущую образцовую модель градостроительного управления. Напомним, что фестиваль цветов «Праздник тюльпанов» отмечается в республике с 2019 года. Целью его проведения является прежде всего повышение уровня знаний, образования, культуры и мировоззрения, пробуждение чувства эстетизма в сознании каждого жителя страны. Цветок тюльпана, известный как невеста года и королева природы, имеет множество разновидностей от 100 до 150 видов. Благодаря усилиям председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, тюльпаны различного цвета и форм сделали парки, скверы, площади, улицы и проспекты еще красивее и привлекательнее. Карим Хайдар, Далер Содиков, Новости. Ледники – это важнейший источник пресной воды. В стране основательно готовятся к проведению
международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, которая состоится в конце мая текущего года. Конференция нацелена на консолидацию международных усилий в борьбе с таянием ледников через научные исследования, инновации и разработку согласованной политики. Эта всеобъемлющая конференция состоится впервые в истории человечества. Международная конференция высокого уровня по сохранению ледников пройдет с 29 по 31 мая текущего года в Душанбе. Ее цель – подчеркнуть ключевую роль ледников в поддержании глобального экологического баланса и решении водных проблем. Конференция направлена на повышение осведомленности о критической связи между ледниками и устойчивым социально-экономическим развитием. По словам экспертов, в центре внимания будут вопросы, касающиеся влияния сохранения ледников на средства к существованию, доступность водных ресурсов, снижение климатических рисков, учет знаний и опыта коренных народов, а также достижение долгосрочных целей развития для уязвимых регионов и населения. Таяние ледников – одна из самых острых экологических проблем современности. В результате изменения климата уже утрачено около трети горного льда. Этот процесс продолжится, если не принять срочные меры по его замедлению. Сокращение ледников нарушает местные и сезонные запасы воды, которые необходимы для питьевого водоснабжения, ирригации и гидроэнергетики, от которых зависят миллиарды людей. Это оказывает прямое влияние на сельскохозяйственную продуктивность, продовольственную безопасность и энергетическую стабильность, особенно в регионах, зависящих от ледникового стока. Согласно прогнозу гималайской оценки Гиндукуша, к концу века этот регион может потерять до 2/3 своих ледников. В Таджикистане за последние столетия исчезло около 30% ледников. Крупнейший континентальный ледник мира Ванжьях за последние 70-80 лет отступил более чем на 1 километр. В других частях мира также наблюдаются экстремальные последствия таяния ледников. Быстрое сокращение крупных полярных ледников, включая Гренландию и Антарктиду, также вызывает тревогу. Так, в период 1993-2019 годы Гренландия потеряла в среднем 279 гигатонн льда в год, а Антарктида – 148 гигатонн. Эти к повышению уровня Мирового океана, что представляет серьезную угрозу для малых островных развивающихся государств и прибрежных районов, где проживают сотни миллионов людей. Признавая актуальность этих климатических проблем и их социально-экономические последствия, по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в декабре 2022 года Генеральная ассамблея ООН объявила 2025 год Международным годом сохранения ледников. Кроме этого, в августе 2024 года также была принята резолюция «Десятилетие действий в поддержку криосферных наук» 2025-2034 годы, направленная на изучение и мониторинг криосферы. Также 22 сентября 2024 года в рамках саммита будущего был одобрен Пакт во имя будущего, обеспечивающий основу для глобальных мер по сохранению ледников. Сохранение ледников требует стабильности климата и повышения его устойчивости. Международная конференция высокого уровня по сохранению ледников направлена на пропаганду коллективных действий в этом направлении. Конференция призвана утвердить важность ледников в глобальной повестке дня и подчеркнуть необходимость срочных мер для предотвращения их таяния. Она нацелена на консолидацию международных усилий в борьбе с потерей ледников через научные исследования, инновации и выработку согласованной политики. Конференция также будет способствовать реализации резолюции ООН 2025 год Международный год сохранения ледников и десятилетия действий в поддержку криосферных наук 2025-2034 годы. Она станет платформой для мобилизации ресурсов и развития международного сотрудничества, а также укрепления партнерства между правительствами, научным сообществом, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами. Отметим, что 21 марта 2025 года впервые отмечался Всемирный день ледников. Этот день призывает к глобальным действиям по защите ледников и сохранению их важнейшей роли в поддержании жизни на Земле ради будущих поколений.
Празднование Всемирного дня ледников – очередная инициатива президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, которая была принята при поддержке 153 государств-членов Организации Объединенных Наций. Дороги – это артерии государства. Одной из основных целей развития республики считается превращение Таджикистана в транзитную страну и использование транзитных возможностей. По словам специалистов, в течение ближайших лет в стране построят и реконструируют около 1000 километров дорог, мостов и противолавинных коридоров. К примеру, дорога Дангара-Гулистон, строительство которой началось в ноябре 2024 года, станет первой трассой, адаптированной к изменениям климата в Таджикистане. В рамках проекта «Зеленый коридор» в 2024 году начались реконструкция и модернизация автодорог Дангара-Гулистон и Гулистон-Фархор. Проект Дангара-Гулистон включает в себя реконструкцию изношенной автотрассы протяженностью 49 километров. В результате реконструкции данная дорога станет первой в Таджикистане трассой, которая будет адаптирована к изменениям климата, а также будет оснащена современными экологическими и социальными элементами. Ожидается, что трасса будет расширена до 4 полос, добавлены велосипедные дорожки и тротуары для женщин с детьми и людей с ограниченными возможностями, а также улучшено освещение и безопасность на дороге. Проект также включает строительство 2 зарядных станций для электромобилей и создание условий для стимулирования частных инвестиций в этот сектор. Важной составляющей проекта является соблюдение стандартов зеленых дорог по методике Азиатского банка развития, что обеспечит гармоничное сочетание экономических, социальных и экологических целей. В 2024 году в рамках инвестиционных государственных проектов были построены и сданы в эксплуатацию 155 километров дорог международного и республиканского значения, 20 крупных и малых мостов и 3 тоннеля на общую сумму 4,6 миллиардов самани. В том числе построены и сданы автодороги Рагун-Обигарм-Нурабад протяженностью 76 километров на сумму 3,5 миллиарда самани и Бохтар-Левакан-Лолазор-Дангара протяженностью 69 километров на сумму 800 миллионов самани в соответствии с международными нормами. В 2025 году на территории Сагдийской области будет завершено восстановление 52 километров автомобильных дорог республиканского и международного значения. Также в местечке Барсем Горно-Бадахшанской автономной области строительство 4,5 километров дорог, 550 метров противолавинных коридоров, моста длиной 82 метра над рекой Шорф и моста длиной 200 метров над рекой Гунд. Последние годы активизированы работы по строительству местных дорог. Только в 2024 году за счет всех источников финансирования, особенно при вкладе предпринимателей, щедрых лиц и в целом народа Таджикистана, было отремонтировано и реконструировано свыше 2000 километров местных дорог на сумму более 1 миллиарда самани. Завершены строительство и модернизация 23 мостов. С реконструкцией и модернизацией автомобильных дорог за последние 5 лет, согласно оценке Мирового экономического форума, Таджикистан в мировом рейтинге по показателям качества дорог среди 165 стран, подвергнутых исследованиям, поднялся с 50 на 44 место по сравнению с прежними годами на 6 ступеней. Карим Хайдар, Шахром Бобозода, новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.